Строительство Ленского моста и Жатайской судоверфи. Якутия представит проекты на форуме в Санкт-Петербурге. Подготовка водителей и инструкторов на большегрузы. В Удачный приехали специалисты центра «Скания Русь». Читать модно. Сегодня весь мир отмечает День детской книги. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Якутия представит несколько проектов в сфере развития транспорта на форуме «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Представители Якутии выступят на форуме с докладами об основных транспортных проблемах и перспективах повышения транспортной доступности региона. В частности, будет представлен проект строительства Ленского моста, его роль в изменении транспортных потоков в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельные доклады будут посвящены развитию малой авиации, также инвесторам презентуют проект строительства Жатайской судоверфи. Увеличить долю обработанных твердых коммунальных отходов с 4 до 87% планируют власти Якутии к 2024 году. В Министерстве ЖКХ и энергетики региона заявили, что в республике необходимо построить 3 мусороперерабатывающих завода, 20 мусоросортировочных станций и 35 современных полигонов, безопасных для окружающей среды. Сейчас Минприроды России разрабатывает порядок доведения финансовых средств региональным бюджетом, после чего между Минприроды России и правительством Якутии будет заключено финансовое соглашение на реализацию федерального проекта. Ученые исследуют воздействие человека на природную среду в окрестностях Якутска. В Арктическом научно-исследовательском центре Академии наук завершили весенние полевые работы. В течение марта ученые проводили зимние маршрутные учеты млекопитающих и забор проб снега в окрестностях Якутска. С помощью этого можно определить степень влияния и воздействия человека на состояние природной среды. Они отмечают, что исследовательские работы проводятся ежегодно. Ранее, в предыдущие годы, ученые исследовали состояние рек, водоемов, растений и почв на территории Якутска. По их словам, влияние человека на экологию с каждым годом растет. В этом году проходит 3-й этап. Предыдущие 2 этапа уже закончились. Весенний этап вот у нас сейчас проходит отбор, уже закончен отбор снега. Всего отобрано 43 пробы снега. Исследования охватывают территорию всей долины Туймада от Табагинского мыса до Кангаласского мыса. Отобранные пробы снега далее идут на анализ в химическую лабораторию, и там устанавливается их химический состав, их загрязнение тяжелыми металлами, солями, взвешенными веществами, которые находятся в воздухе. Учить будем на месте, так решили в Удачнинском комбинате. Там готовят группу из 4 опытных водителей. Пройдя обучение, они будут стажировать молодых коллег вождению большегрузов «Скания». Чтобы помочь овладеть техникой, в Удачный приехали специалисты центра «Скания Русь». Позже группа опытных удачнинских водителей отправится в Москву, где получат необходимую квалификацию. Все подробности у Ирины Балковой. Век живи, век учись, так считают наставники. В автомобиле «Скания» встроена специальная система, которая передает всю информацию на сервер. Там она обрабатывается и попадает руководству на рассмотрение, где бы ни находилась машина. Это сделано для того, чтобы в экстренном порядке устранить какие-то неполадки и исключить аварийную ситуацию. Здесь же находится так называемый блок рейтинга водителей. Оцениваются они по 5-бальной шкале А, Б, С, Д, Е. Самая высокая категория А. Как только все водители начинают иметь категорию А, значит, меняется лидер, значит, кто-то стал еще более лучшим. Значит, такая как бы гонка за лидером. Те, кто стали лучше, они становятся еще лучше, и к ним остальные начинают подтягиваться. Поэтому процесс такой совершенствования, он бесконечен. Его основная задача – максимально повысить эффективность всех водителей для того, чтобы правильно автомобиль эксплуатировался. С целью повышения квалификации водителей «Алрос» решила внедрить в штат автобазы технологического транспорта номер 3 Удачнинского ГОКа 4 единицы водителей и инструкторов, которые уже проходят обучение на площадке. Для этого в Удачный прибыли специалисты общества с ограниченной ответственностью «Скания Русь», которые передают свой опыт. В дальнейшем они пройдут обучение в Москве с присвоением необходимой квалификации. Далее уже обученный штат инструкторов будет помогать повышать навыки вождения у водителей на месте.
набраны были из числа лучших водителей, наиболее опытных. Вот. Ну, сейчас вот ведется программа подготовки, мы уже начинаем отрабатывать. Некоторые водители с градацией в категории С, предусмотренные программой оценки, значит, с ними эти водители-наставники уже занимаются. Все это позволит избежать поломок, аварийных ситуаций и продлить срок эксплуатации автотранспорта. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Российские путешественники установили рекорд, проехав до самой северной континентальной точки Чукотки на легковых машинах. Про путь экспедиционной группы РГО «Экспо» в сюжете Юрия Осипова. На путь до Чукотки и обратно ушло чуть больше месяца. Интересен не только маршрут путешественников, но и их транспорт. Участники экспедиции проехали около 12,5 тысяч километров из Иркутска до самой северной континентальной точки Чукотки на обычных легковых машинах. Для экспедиционной группы РГО «Экспо» это далеко не первая подобная поездка. Богдан Булычев со своей командой уже в 4-й раз проезжает по просторам Якутии. Что касаемо Якутии, это мой один из самых любимых регионов, поэтому часто, когда я делаю и прорабатываю именно маршруты, то я стараюсь именно включить этот регион в наши экспедиции. Вот. Плюс огромное количество зимников, временных дорог, которые у вас есть. Это самое большое количество зимников на территории России. Безусловно, просто не оставляет нас равнодушными. И пройти мимо этого мы не можем. То есть здесь можно выбирать любой маршрут. Экспедиции не могли проехать мимо этого родничка, так как это еще моя родная земля, то в первую очередь нужно попить водички и умыться. Настоящая, колымская. Красота! Красота! Но после этого можно абсолютно с спокойной душой ехать дальше. Доехав до самой северной континентальной точки Чукотки, мыса Шилакского, на легковых машинах команда РГО «Экспо» установила рекорд. Сейчас осталось лишь его зарегистрировать. Понимали, что если мы туда доезжаем, то рекорд будет, поэтому мы уже готовились к нему, производили всю нужную фото-видеофиксацию, писали треки, то есть все, что нужно для доказательной базы, мы собрали и сделали. По приезду сразу подадим на регистрацию рекорда, поэтому да, мы знали, что мы туда едем и как бы надеялись на то, что мы его сделаем, мы его и сделали. Путешественники начали свой путь из Иркутска. Их дорога пролегала через Байкал, БАМ, далее Южная Якутия, федеральная трасса Лена, Якутск, федеральная автодорога Колыма, Зимник Арктика и, собственно, Чукотка. За время путешествия наши герои набрали колоссальное количество видеоматериала. Полностью заполнили 2-терабайтный жесткий диск. Но даже так невозможно уместить все впечатления. В Якутии, в Магаданской области вот таких мест, называется Сергех, Коновязь, где местные жители подают подношения местным духам. Тоже, смотрите, якутские лошади ехали по зимнику и встретили этих красавцев. Очень красивые лошади, а вот сам вожак, самый главный здесь. Наряду с опытными членами команды был и новичок. Евгений впервые принял участие в подобном путешествии и на себе испытал все его тяготы. Очень тяжело было психологически, на самом деле, преодолеть этот барьер, когда ты ночуешь в машине, постоянно тебе хочется помыться в нормальных условиях, где-то поваляться, полежать, отдохнуть. После постоянной вот этой тряски, когда ты едешь по зимнику, дорога на самом деле ужасная. Вот, и, ну, в принципе, мы доехали, вот, все хорошо, как бы получилось. Уже в начале следующего года наши герои планируют очередное путешествие, маршрут которого также затронет Якутию. Крупная международная экспедиция, во время которой они намерены установить 2 рекорда Гиннесса. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск. 1504 километра по прямой. Вот туда. Сегодня, в день рождения великого сказочника издания Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает День детской книги. В школах проходят тематические уроки, а в библиотеках выставки и викторины. Сегодня читать по-прежнему модно. Произведения классиков подрастающее поколение знает и любит. Продолжит Татьяна Вахнина.
Трогательный гадкий утенок, преданная сестра Герда, невероятно красивая и жестокая снежная королева – этих героев знают и любят десятки поколений. Сегодня, 2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день детской книги. В канун праздника в Алданском библиотечно-информационном центре открылась выставка, посвященная детским и юношеским книгам-юбилярам. У нас всю неделю, прошлая, получается, неделя, были каникулы. И обычно в это время традиционно проводится неделя детской и юношеской книги. У нас ежедневно в течение 5 дней, каждый день в 2 часа проходили мероприятия. Там викторины различные, поле чудес было. Кстати, по сказкам Андерсена было поле чудес. В 2019-м исполняется 195 лет сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В Краеведческом музее юбилею сказки была посвящена первая в этом году интерактивная выставка под названием «Волшебные осколки сказки». «Снежное королевство» раскинулось в одном из залов. У нас были и детские сады, и школы, и при том, что даже, в принципе, уже средняя школа, это что-то по 13 лет. И всем весело. Все достаточно хорошо развлекаются, и даже взрослые не стесняются играть. На экскурсии в музее побывали более 100 человек. Это преимущественно учащиеся начальных классов и воспитанники детских садов. Знакомство со сказкой продолжали игры и тематические викторины. Да, конечно, любимо и знаемо, все равно дети в большинстве своем сказку знают. Где-то, конечно, не подробно, моменты упускаются, но, тем не менее, они знают. Да, знают произведения, очень хорошо читают, сами рассказывают. Творчество Ганса Христиана Андерсена любят не только представители старших поколений. Дошколята и школьники знают множество сказок и с удовольствием знакомятся с новыми для себя произведениями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Самое яркое событие в мире танцев в России «Хип-хоп Интернешнл», которое собирает самых талантливых танцоров со всей страны, прошло в Москве. Танцоры студии «Завод» из Якутии уже в 3-й раз стали чемпионами России по хип-хопу. Танцуют все. В Москве завершился грандиозный финал всероссийского чемпионата «Хип-хоп Интернешнл 2019». И это самые престижные соревнования в нашей стране. Традиционно проверить свои силы, себя показать и на других посмотреть. В столицу приезжают тысячи танцоров со всей России. И в этот раз зажигали танцпол представители из 50 разных городов. Этот фейерверк из музыки и танцев прошел в Москве уже в 12-й раз. Все эти ребята приехали сюда с одной целью – выиграть и завоевать путевку на чемпионат мира, который состоится в Лас-Вегасе в августе. В борьбу за главный приз уже в 4-й раз вступает и якутский танцевальный коллектив – студия «Завод». Этих ярких и креативных якутских парней и девушек хорошо знают не только в нашей республике. Студия «Завод» участвовала во многих международных фестивалях в Корее, США, Европе. И обычно они не уезжают с соревнований без призов. И в этот раз наши ребята Андрей Степанов и Лил Ди во время чемпионата стали победителями в номинации «Все стили». Было очень волнительно. Мы просто не знали, как сосредоточиться. В следующем мы будем дальше также развиваться, также усовершенствовать свой скилл и будем удивлять вас всех. В общекомандных соревнованиях нашим повезло не так сильно, но из 28 хип-хоп команд студия «Завод» пробилась в десятку. Улучшить этот результат у якутских танцоров еще будет время на следующем чемпионате. Максим Кардозу, Татьяна Черемкина, Виктор Олесов, Москва. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.